Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Мысли, чувства и действия мужчины к вам. Что он думает о вас прямо сейчас, что чувствует, ну и каких действий от него ждать в ближайшее время. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, ну и задайте свои вопросы. Что чувствуешь, что думаешь, как будешь действовать. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы вводят моими руками. Так, ну вот это вообще, знаете, ну вот прям неинтересно, честно. Загадали мне тут мужчину, который любит, который стремится, вот посмотрите, всеми фибрами души стремится к вам. Мужчина, который тут прям фокус, у него, понимаете, фокус, вот бинокли свои настроил, только вас видит. Вот что вот мне рассказывать? Я думаю, вы и сами знаете, что он вас любит. Да, такой мужчина пришел, любящий, влюбленный. И, кстати, да, тут у мужчины скоро удача какая-то большая будет в деньгах. С деньгами ему прям подфартит, либо хорошее предложение получит, либо вот деньги к нему идут. Причем по подкове очень серьезные деньги к нему идут. А у кого-то, кстати, отыграется как полет на самолете еще. Плюс ко всему прочему, да, куда-то полетит этот мужчина. Так, ладно. Скучный мужчина, ну давайте, куда деваться, да, расскажем, что есть. По поводу мыслей. Ну, мысли тут пальма вышла, самолет вышел. Хотел бы с вами отдыхать. Хотел бы с вами куда-то вот прям съездить. Он мечтает. Вот мечтает с вами куда-нибудь поехать. На отдых, на курорт. Куда-нибудь там в экзотику. Да, вот он постоянно об этом думает. Вот как бы мне ее порадовать. Вот как бы мне так изловчиться, чтобы ее куда-нибудь вывести. Чтобы там мечту свою реализовать. Вот я, она и больше никого. И вот мы на берегу, там, не знаю, моря, океана, неважно. И вот прям все у нас там в ладоши хлопнул, там еда, вкусности появились. И мы с ней вот отдыхаем. Может быть, он вам обещал. А может, у кого-то отыграется, что мужчина именно сейчас, сегодня покупает вам путевку на отдых. Вот, и прям бедненький такой аж подпрыгивает. Вот думает, ой, как она обрадуется, ой, какая она счастливая будет. То есть здесь вот явно про отдых думает, и вот хочется, чтобы вот именно вы отдыхали, чтобы вы такая счастливая, улыбающаяся, и он там рядом с вами, да, на вас смотрел влюбленными глазами. Настроение у него сейчас хорошее, очень хорошее. Вот, о вас он думает, мечтает, хотел бы прям да, порадовать вас. Вот, еще, девчонки, у него какая-то мысль по поводу, не знаю, то есть здесь какие-то то ли покупки, то ли примерки. Что-то нужно купить, примерить, либо для вас купить, либо с вами куда-то сходить, купить. Может быть, какой-то одежды касается, либо, может быть, колечки обручальные. Вот, что-то вот интересное, он об этом думает. У него как будто бы два варианта есть. Один вариант – это что-то такое более-менее стандартное, а второй вариант – это нечто эксклюзивное. Но он бы, конечно, хотел второй вариант, и, скорее всего, второй вариант он и выберет. Но здесь я хочу предупредить, что, возможно, у него немножко, ну вот именно здесь и сейчас по финансам не получится. Вот эти деньги, когда придут, которые к нему тут по большой удаче идут, вот тогда будет второй вариант. Вот, так что, ну, ему для вас ничего не жалко, что тут скажешь. Гулять так гулять. Да? Вот все, что получит, наверное, таки на вас все и потратит. Ну, потому что вы королевна, вы принцесса, а как по-другому? Именно на вас надо тратить. Так, что еще думает? Думает, как вы вместе хорошо смотритесь, какая вы хорошая пара, да, как вы вот прям коннектитесь друг с другом идеально.
Думает, что он счастливый. Думает, что ради этого стоило родиться, да, прийти в этот мир, чтобы такое счастье получить. Кстати, еще думает, что вы противная, несговорчивая, капризная, но он это все у вас обожает. И думает, вот если бы вы были послушны, было бы неинтересно. А так вы капризная, и это как квест, это как вызов, да, вот ему вызов. Кстати, он с кем-то недавно разговаривал о вас, делился какими-то пикантными подробностями ваших совместных отношений. Вот, и там человек на него посмотрел и подумал, ну все, явно крышу понесло. И, знаете, вот такое ощущение, что ваш мужчина, он с каким-то восторгом рассказывал о каких-то мелких подробностях, как будто это что-то мега важное. А его собеседник, он смотрел и думал, боже, вот это вот влюбленность, да, вот как из человека нормального, да, дурачка делает любовь. Так что делился ваш мужчинка пикантными подробностями. Так, что еще? Что чувствует? Ну, любовь он чувствует. Тут он одни чаши повыходили, любит, любит, даже не сомневайтесь. Желания к вам очень острые у него есть. Его сейчас переполняют чувства и эмоции. Вот если бы была возможность, он бы сейчас все бросил и к вам. К вам, и вот так, чтобы прям вместе, и все делать вместе, и чтобы там не расставаться, не разлучаться, сохранить вот эту идиллию, вот это хорошее настроение. Вообще, у меня такое впечатление, что вы смотрите эту раскладку, отсыпку, после бурной ночи любви, когда мужчина на вот этом драйве, на подрыве, вот он прям не ходит, а летает. Либо вы ему признались в любви, либо сказали о своих чувствах. То есть какая-то прям высшая степень счастья у него. Так, что делать будет? Ну, радовать вас будет, цветы дарить будет, подарки дарить будет, куда-то вас выведет, деньги на вас тратить будет. Тут много всего, тут программа обширная. Вот чего не пожелаете, все будет делать. Если денег нет, он эти деньги найдет, займет, не знаю, украдет, но он будет на вас тратить. Вот в том состоянии, в котором он сейчас находится, для вас совершенно ничего не жалко. Вот звездочку попросите, ну вот серьезно, он ракету угонит, полетит, привезет вам эту звездочку. Серьезно говорю, вот такое у него состояние. Что вы с ним сделали, непонятно. Как-то так его прям вдохновили. Да. Он хотел бы вас куда-то повезти еще. Какое-то место, ну, это больше на родственников похоже, либо на каких-то друзей. Представить какому-то обществу, какому-то коллективу. И ему очень хочется, чтобы вы были, ну, как там, звезда, да, чтобы вы были ярче всех, чтобы, может быть, у вас какой-то особый макияж был, чтобы у вас было там дорогое платье на вас, да, либо какие-то украшения были. Вот хочется прям вами, ну, похвастаться, да, вы извините за такое слово, но оно так и есть. Что прям все там млели от вас. Он говорил, о, это же моя женщина. Смотрите, какой я классный, крутой. Так, ну давайте еще тут кое-что найдем, потому что здесь все вот, знаете, такое сладко-романтичное, липучее. Люблю, люблю, поцелуйчики. Так. Ну, ревновать он вас не ревнует, потому что любовь все-таки накрыла, да. Пока вот эта любовная горячка, эйфория, ревности я тут не вижу. Даже если вы там с кем-то зажиматься начнете, с каким-нибудь мужиком, и скажете, что ну ты что, это же мой там друг, да, либо там это мой сосед, он скажет, ну да, любимая, как скажешь. То есть ревности не будет. И если вы будете его провоцировать, не ждите тут какой-то реакции, не потому что он не ревнует, а потому что он сейчас, ну, действительно, как по голове валенком ударенный ходит. Вот у него там сердечки в глазах пляшет, и все, он ничего больше не видит и, ну, не соображает. Вот ему не до ревности, ревновать не будет. Вы для него ангел, вы для него богиня. Ну да, как вас ревновать? Вы святая женщина, вас нельзя ревновать. Так, если у вас есть детки, девочки, если есть детки, но он хотел бы тут через деток тоже к вам немножечко так подобриться. Возможно, тоже что-то купить. Какой-то подарок, может быть, детям купить. Может быть, не совсем там ваш ребенок принимает этого мужчину. Вот, он хотел бы с ним там договориться, может быть, как-то.
Вот чтобы вам приятное сделать. Вот у него фокус поставлен на то, чтобы вам было хорошо. Вот ему очень хорошо с вами, вы его сделали счастливым. И ему хочется вам, ну вот, обраточку отправить. И вот он, бедненький, туда-сюда бегает и не знает. Вот вроде хочет купить вам там подарочек, ну, допустим, колечко, да. Смотрит он на это колечко, говорит: нет, дешевенькое, моей королеве нужно подороже. Побегал, нашел подороже. Ой, а у меня денежек не хватает. Ну, пойду, значит, побегу дальше, занимать буду, да, чтобы для моей женщины купить нечто прям, что-то сверхъестественное. Если вам, вашей семье нужны деньги, девчонки, тогда постарайтесь его немножечко, ну, как остановить, да, а то у него тут тормоза сломались явно. В этой эйфории он вообще берегов не видит. Он может все, вот все, что у него есть, плюс еще на занимать, он все может потратить. Потратить именно на, ну, вот как ему кажется, да, для подарки для вас. Если нужны деньги, если нужно куда-то вкладываться, либо какие-то, может быть, покрывать расходы, то вы там как-то с ним деликатненько поговорите. Главное, не отказывайтесь от того, что он будет вам давать, то, что он будет вам дарить, чтобы не сбить эту охотку. Но тем не менее, если вам нужно оплачивать какие-то счета, так вы ему скажите: дружочек, сделай мне приятно, оплати-ка этот счет. Да, вот как бы прямо говорите, не стесняйтесь. А то он сейчас там на всякие шипзики-мыпзики деньги потратит, а потом непонятно, что с этим делать. Эйфория тут, конечно, бушует. Мои хорошие, я даже не знаю, что еще вам сказать. Здесь все очевидно, все видно. Люблю, люблю, люблю. Дарю, дарю, хочу. И тут других вариантов нет. Это мужчина влюбленный. Это даже немножко скучно. Так что даже не думайте, не сомневайтесь. Мужчина любит. И ждите, ждите. Мужчина уже, он прям летит, спешит к вам, причем не с пустыми руками. Что-то интересненькое для вас приготовил. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.